Ну, вы знаете, что традиционно наша республика является горнодобывающей, и там работают и геологи, и горно-недропользователи, будем говорить, горняки, да, и, в принципе, добывают то, что сегодня добывается. Но у нас вот в современное время ставятся новые задачи, дополнительные задачи, да, при котором предусматривается переход от добывающей на перерабатывающий производство. Да? И в этом плане мы по-новому смотрим, пытаемся посмотреть, какие месторождения и каким образом комплексно разрабатывать. Да? И в этом плане очень характерным является вот месторождение редких земель. Тамтор, да, это там, где более 20 редких элементов имеется. Например, такого спектра научных установок класса мегасайенс, как у России, сегодня нет ни у одной страны мира. Это уникальные возможности и для наших ученых, и для партнеров, исследователей из других стран, которых мы приглашаем к сотрудничеству. Отечественная научная инфраструктура, наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов для развития космических программ. Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до 2% ВВП к 2030 году и по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира. Должны вырасти инвестиции в науку и со стороны частного бизнеса, не менее чем вдвое к 2030 году. Конечно же, главное – это эффективность таких вложений. Речь идет о достижении конкретного научного результата в каждом конкретном случае. Здесь нужно использовать позитивный опыт наших федеральных научно-исследовательских программ по генетике, сельскому хозяйству, проектов Российского научного фонда. С учетом актуальных задач и вызовов мы скорректировали стратегию научно-технологического развития России. В ее логике запускаем и новые национальные проекты технологического суверенитета. Назову их основные направления. Первое. Мы должны быть независимы, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе. Нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия. Третье. Мы должны создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий. Уже сейчас нужно создать правовую среду для развития отраслей и рынков будущего, сформировать долгосрочный, как минимум до конца текущего десятилетия, заказ на высокотехнологичную продукцию, чтобы компании понимали, по каким правилам им работать. Также необходимо наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические платформы, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов другого сырья для новой экономики. У нас все это есть. Подчеркну, речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее. Поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты и механизмы развития. Обеспечим приоритетное бюджетное финансирование. Я прошу правительство и федеральное собрание учесть это при подготовке бюджета. Всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета. И для освоения такого месторождения нужно сделать целый комплекс, целую технологическую схему, вот, сеть производств, да, как потребителей, которые будут выпускать еще много разных продуктов, да, с повышенной стоимостью. Вот эту задачу мы сейчас собираемся там решать, и это вопросы очень сложные.
И поэтому здесь веское слово должен сказать наука. И, в принципе, то, что сейчас происходит, да, встречи, ну, повышается интерес к науке. Вот 300-летие у нас только недавно прошло вот это празднование встречи президента Владимира Владимировича Путина. И вот все корректировки, изменения, структуру деятельности, функционирования науки на современном этапе, как раз она и соответствует, да, вот, нашим видениям и необходимости перехода на технологически перерабатывающую промышленность.